Слушай, Алсу, я был потрясен, когда увидел, как ты ешь эту жирную колбасу в момент, когда мы готовим программу про ЗОЖ и диету. А сам? За режимом дня не следишь, смотришь всю ночь свой футбол, потом не высыпаешься, давление, все дела. Кто бы говорил? Не, слушай, во-первых, это разница по времени просто с Европы, да. Во-вторых, сборная России, Лига чемпионов – это святое, святое. Не надо на него покушаться. Во-вторых, мы же ничего не говорим, да, мужчины, когда вы, женщины, обсуждаете рецепты каких-то диет, там, часами каких-то смузи, шмузи, полную ерунду, на наш взгляд. А мы ничего вам не говорим, когда вы про ЗОЖ вспоминаете, когда хвост отваливается и лапы ломят. Это такой гендерный конфликт, да? Слушай, не, я признаю, да, мужики приходят к врачу, когда уже начинают отваливаться, у них там разные части тела, да, это так. Ну, потому что все некогда, дела, работа. Руслан, иронизировать над этой темой, конечно, можно, но нельзя исключать и отрицать того, что врачи сейчас диетами, между прочим, женщин лечат от бесплодия, а физической культурой лечат мужчин от бесплодия. Слушай, ну, когда мы говорим там о ЗОЖе, да, мы понимаем, что это какая-то часть очень важная демографии. На самом деле, тут и питание, и режим, и физкультура, и физическая активность. Да. Пока мы не занялись этой темой, на самом деле, я не предполагал, сколько копий здесь ломается и какие страсти здесь кипят. Не предполагал, честно признаю. Не просто так, Руслан Михайлович. Кипят страсти, потому что там зарабатывается на этой теме миллионы, миллиарды. Вот тут я слышу какую-то тайную зависть в твоих словах. Давай поговорим сегодня об этом. Давай поговорим. Современный человек двигается на 70% меньше, чем 30-40 лет назад. ПП – это поел пельмени, пошел полежал. Что делать тем, кто любит кофе? Это вообще жуткая вещь на самом деле. Что должно заставить 40-летнего мужчину, нашего российского, заняться своим здоровьем? Я заряжаю свою батарейку. И все, и ты всю неделю готов рвать. Начинать всегда рекомендую с себя. Принцип российский – курить я буду, но пить не брошу. Он не работает. Есть две новости, хорошая и плохая. Начнем с плохой. По официальным данным, население в Башкирии продолжает сокращаться. За 2018 год на 12 тысяч человек. Одна из причин демографического кризиса – высокая смертность по разным основаниям. Теперь новость хорошая. Планы по демографии страны поражают своим оптимизмом. К 2030 году в России продолжительность жизни должна составлять 80 лет. Как этого достичь и насколько это реально, если многие сегодня не успевают добраться даже до порога пенсионного возраста? Медики заявляют, нужны программы пропаганды здорового образа жизни. Люди все меньше двигаются, но при этом любят сытно поесть. Много стрессуют и снова заедают. Плюс курение, алкоголь. В общем, вся жизнь сплошная вредная привычка. Статистика Минздрава утверждает, экология только на 25% влияет на состояние здоровья, а остальное зависит от самого человека. Мы все с детства знаем, что сон, скромная еда и маломальская зарядка – главный принцип ЗОЖ. Как это удается соблюдать в жизни, выясняем в нашем материале. Ведете ли вы здоровый образ жизни? Конечно, обязательно. Вы что делаете для этого? Вы знаете, я сейчас в декретном отпуске сижу, являюсь кормящей мамой, поэтому мне эта жизнь необходима. Что способствует, наоборот, потере здоровья у людей? Без шапки на холоде, когда ходишь, вот тогда и здоровье теряется. Спасибо. Что для вас здоровый образ жизни? Дети, девушка. Чаще всего о здоровом образе жизни мы задумываемся, когда теряем свое здоровье. Как, например, уфимец Василий Минаев. Заниматься скандинавской ходьбой он начал, когда почувствовал проблемы с сердцем. 10 лет прошло, на 11-м году начала барахлить. Ага. И врач сказал, что для сердца полезна активность или нет? Ничего не сказал, никуда я не ходил. Вот просто... Уфимка Рената Щеблыкина в 32 года стала весить больше 100 килограмм. Это подтолкнуло ее стать участником телепроекта БСТ «Ты можешь». Преодолевать себя было непросто. Зачем я сюда полезла? Ренат, ты готова? Прыгай! Просто прыгай! Просто сделай шаг и все! Давай, не надо. Подожди. Хорошо, дыши. Ты молодец. Ты понимаешь, насколько ты крутая? Слушай, я просто в шоке от тебя. Испытание духа и тела, регулярные тренировки в зале, отказ от неправильного питания – весь этот ежедневный труд принес результаты. Минус 12 килограмм за 3 месяца. Но не это главное. Я чувствовала себя абсолютно больным, обессиленным человеком, а сейчас во мне как будто выросли крылья.
у меня как бы самочувствие и самооценка намного выросли. Каждый человек в состоянии изменить свой образ жизни, считает ведущий проекта Искандер Урманцев. Современный человек двигается на 70% меньше, чем человек, который двигался, даже вот взять там 30-40 лет назад. Не надо ставить рекорды, не надо там себя изнурять, но простые движения, ходьба, бег, плавание, посещение фитнес-зала, без фанатизма, там 2-3 раза в неделю, это уже большой шаг к здоровому образу жизни. По результатам исследований Всемирной организации здравоохранения, в этом году в Башкирии здоровый образ жизни вели 20% граждан. Вроде немного, но даже это считается неплохим показателем. Качество жизни – вопрос для государства не праздный. В Башкирии предложили разработать единую программу для всех ведомств по пропаганде здорового образа жизни. Так как только на оплату больничных листов, согласно статистике Фонда социального страхования республики, регион тратит в год порядка 7 миллиардов рублей. Здоровый образ жизни, как и демография, понятие комплексное. Здесь и физическая активность, и режим, и иммунитет ко вредным привычкам, и правильное питание. Можно ли заставить, нет, неправильное слово, можно ли убедить наших людей беречь свое здоровье? Это личное дело каждого или все-таки общественный вопрос? Об этом сегодня вместе с Алсу Сликаевой, нашими гостями, мы поговорим в студии программы «Честно говоря». Итак, представим гостей. Регина Ахуньянова, широко известная как Регина Доктор. Индира Сахаудинова, доктор медицинских наук, главный врач клинической больницы РЖД «Медицина» и завкафедры акушерства и гинекологии БГМУ. Светлана Новикова, исполнительный директор одного из крупнейших фитнес-центров Уфы. И Тагир Гизатуллин, тоже доктор медицинских наук, главврач Нефтекамской городской больницы. Итак, уважаемые гости, большое спасибо, что пришли. Вопрос. Все-таки здоровый образ жизни, его пропаганда – это государственный вопрос или все-таки частный? Индира, давайте с вас начнем. Я думаю, что у этого участника, у этого процесса 2 участников должно быть. И как государство не справится у нас без конкретного гражданина, также и гражданин не справится без участия и поддержки государства. Почему человек не справится без государства? Это же вроде бы его личное дело, как питаться, как собой заниматься, чем заниматься. Вот именно пропаганда здорового образа жизни, насколько я знаю, например, в Германии сотруднику дополнительно оплачивается к заработной плате, если он использует велосипед. Потому что, с одной стороны, он беспокоится за экологию, с другой стороны, он занимается своим здоровьем. Плюс ко всему, часто болеющие сотрудники находятся под более пристальным вниманием. Плюс ко всему, если человек злоупотребляет, например, табакокурением, у него высчитывается время из рабочих часов и, соответственно, снижается зарплата. То есть здесь должны быть именно такие вот и государственные программы в том числе, для того, чтобы мотивировать людей. Регина, скажите, как вы считаете, так как вы не работаете в государственной системе, как вы на этот вопрос смотрите? Достаточно ли у нас пропаганды государственной и вообще нужна ли она? Я работаю в государственной системе как раз-таки практикующим врачом, но я работаю много, как вы заметили, с людьми просто вот на местах, в личном контакте. Конечно, знаю, что там происходит. Начинать всегда рекомендую с себя. Сам человек может выбрать, может мотивировать себя, свое общество, распространять это все. И когда дело дойдет до уровня каких-то трендов, уже до уровня масштаба, вот тогда государство должно подключиться. Мне кажется, сейчас самое время. У меня вопрос, что должно или может заставить среднего 40-летнего мужчину, нашего российского, заняться своим здоровьем? Я не намекаю на себя, это просто такой общий вопрос. Первый инфаркт. Мужчина, да, к сожалению, первый приступ гипертонической болезни. Это только здоровье мотивация. Людей. То есть я правильно понимаю, что пока у мужчины не начнет что-то отваливаться, он к врачу сам не пойдет, да? 80% мужчин именно так. То есть все-таки больше, как-то клиентами назвать, наверное, не очень будет корректно, да? Но больше ваши пациенты – это женщины. Да, так, Регина? Конечно, да. Почему? Потому что женщины, во-первых, у нас эстеты по природе, да, ведь? То есть, если у женщины 2-3 лишних килограмма, а не так сидит рубашечка. Это серьезная проблема. Это уже серьезная проблема. Мужа, да. Она будет говорить об этом постоянно. В России. И постоянно спрашивать, как я выгляжу, я толстая, и так далее. Да. Вот, поэтому... Большая конкуренция среди женщин. Одна краше другой, поэтому нужно держать марку. Мы не зря задали вопрос вам, для того, чтобы Тагир успел подготовиться. И ответить не только как доктор медицинских наук, но и как мужчина. Да? Я хотел бы вернуться на шаг назад и ответить на ваш вопрос, обобщить ответ моих прекрасных
наших коллег. Вопрос государственный, правда. Государственный. Государственный, абсолютно точно. Во-вторых, вопрос комплексный. Участников и, так скажем, интересантов много. Здоровый образ жизни и здоровье – это ответственность каждого. К сожалению, в законодательстве не закреплено, федеральный закон об охране здоровья граждан не содержит личной ответственности гражданина за свое здоровье. Вот можно начать с этого. Ну вот вы знаете, по сентябрьскому указу главы республики до 2024 года стоит задача прибавить 50 тысяч к нынешнему населению. А вот насколько правильный режим, правильное питание и физическая активность могут помочь достичь этой задачи? Регина, как вы считаете? Я считаю, это, знаете, даже хочу зайти к этому вопросу с точки зрения успеха и мотивации. Вот человек, лидер, который добивается целей в бизнесе, который добивается целей на работе, по карьерной лестнице, он каким должен быть в первую очередь? Физически здоровым. Только физически здоровый человек будет все чувствовать энергию, будет все чувствовать дофамин, гормон, да, главный гормон дофаминовой системы – это гормон мотивации. Только такой человек сможет быть конкурентоспособным, стрессоустойчивым и все прочее. Ну, поэтому они у нас не все худые. В любом случае. Такие успешные люди не все худые. У нас есть такие образцы. Есть, конечно, да. Есть очень много примеров, которые добиваются, а потом начинают прибавлять. Прибавлять. Но здесь дело именно в комплексе. Да? То есть первое, что нужно человеку любому, это базовая самая потребность, это физическое здоровье. К любому вообще. Ну как донести до человека, что это его базовая потребность? Есть же поговорка, была ты чужая, цены тебе не было. Вот пока не потеряешь, не поймешь, чего теряешь. Пока не заболеешь. О чем эта поговорка? Ну, это относится немножко к другому, но факт то, что мы ценим только когда начинаем терять. Спасибо, мы вернемся к разговору через несколько минут. Тема здорового образа жизни вечная и к тому же настоящая золотая жила для продавцов счастья в интернете. Количество подписчиков у некоторых диетологов намного больше, чем у знаменитых актрис. В своих блогах про ЗОЖ они пишут как о чем-то недоступном, дорогом, эксклюзивном, а секретами готовы поделиться только на платных вебинарах. Но несмотря на огромное количество модных диет и диетологов, похудевших, тем не менее, меньше не стало, а значит и здоровых тоже. Посмотрим мнение специалиста. На сегодняшний день еда играет совсем не ту роль, которую играла много лет назад, когда наши предки использовали ее только как источник энергии. Сегодня еда стала для нас источником дешевого удовольствия, дешевого дофамина. Если брать, скажем, огромное количество людей на сегодняшний день, имеющих зависимости от наркотиков, от алкоголя, от каких-то других, ну, скажем так, социально порицаемых, да, источников удовольствия, их стало, конечно, намного больше, чем раньше. Да? Но еда, никто тебя не обвинит в том, что ты слишком много ешь или там слишком много пьешь газировки. И поэтому люди, конечно же, прибегают вот к этому механизму получения удовольствия. Ему проще пойти к холодильнику, открыть дверцу, что-то съесть и вот этот вот, скажем так, быстрый выброс обрести. И мы получаем избыток энергии, далее ожирение. Все, круг замкнулся. У меня такой крамольный вопрос, да? А вот та ситуация, когда женщины, известные своей тревожностью, начинают питаться правильно по рецептам или образцам и не достигают поставленной цели, и от этого им становится еще хуже. Это имеет место быть? Конечно. Имеет, конечно. Инсулинорезистентность, метаболический синдром, когда у нас идет ожирение, индекс массы тела увеличен, да, идет именно абдоминальное ожирение. Метаболический синдром, когда у нас присутствуют признаки так называемой инсулинорезистентности, когда у нас инсулин вырабатывается нормально, но рецепторы заблокированы и не видят, и у нас возникают предпосылки для развития сахарного диабета именно второго типа. И метаболический синдром – это артериальная гипертензия, это повышение уровня холестерина и всех прелестей, которые в итоге приводят уже к этому злосчастному квартету. То есть вроде бы человек хотел продлить, улучшить свое качество жизни, но еще больше его ухудшил. Так это образ жизни. Вы поймите, что вот этот порочный круг, его невозможно разорвать за 2 минуты, выдрав одно звено. Не начав заняться спортом, не пойдя к нормальному доктору, проконсультировавшись и получив именно ту глютен не содержащую диету, какую угодно. Сейчас, с одной стороны, это бизнес, но с другой стороны, мы сейчас только начинаем понимать основы кинезиологии.
да? Индира, вот, как я уже говорил, да, 2 юриста 3 мнения, 2 медика 4 мнения. Как найти этого правильного доктора? Светлана, кому надо обратиться? Качественная должна быть качественная доказательная информация. Да? Ведь в медицине все просто. Вот нет какой-то медицины волшебной, там, одной и другой. Есть обычная, нормальная научная медицина. Регина, у нас еще есть Google Хромович, да? Еще есть окей, Google, поэтому да. можем 10 сидеть, вещать. Google Хромович победит всегда и всех. Это печально. Доверять нужно знаниям. И нужно масштабировать именно такие знания, качественные знания, да, ведь, и качественную информацию. Что делает сейчас у нас государство? Проекты «Здоровая Россия», с этим сложно поспорить, «Здоровье да. нации», так здорово. Вот, я еще раз прошу прощения, да. Бывает такое, да, что ты обращаешься к одному специалисту, не достигаешь нужного результата, потом идешь к другому специалисту, и второй специалист говорит тебе, тот предыдущий специалист все делал неправильно. А вы помните про парикмахерскую? Любая женщина скажет, кто вас так постриг? Кто вас знаете, так все-таки покрасил? прическа и собственное здоровье – это немножко разные вещи. А это наши отношения и коллегиальность, которые вот, ну, для России характерны. Светлана, скажите, пожалуйста, как вы занимаетесь с теми людьми, которые приходят на тренировки? Я так понимаю, что на тренировки и фитнес-клубы идут тоже люди, когда что-то начинает болеть, когда им говорят, что нужно подкачивать спину для того, чтобы ну, как-то уже совсем не развалиться. Как вы с ними работаете? Знаете, очень интересный вопрос вы поставили. Если говорить о мотивации, то она поменялась за последние 5 лет. Если раньше в фитнес действительно приходили похудеть, и цель была какая? За 2 месяца добиться результата. Я еду в июне в Таиланд, я пришел к вам в феврале, что хотите делайте, но в Таиланд я должна поехать вот с такими параметрами и вот с таким весом. При этом не отказывать себе в каких-то вкусных вещах? Ну, конечно, конечно. Сейчас изменилась мотивация в другую сторону. Сейчас вот по опросу всех, кто к нам ходит в клуб, сложилась такая ситуация, что люди говорят, в первую очередь, хожу для себя. И таких больше 70%. На втором месте идет утрата здоровья, к сожалению. Но люди говорят об утрате здоровья только после того, как говорят о себе. И дальше уже идут все остальное. Очень много мотивации по вопросу знакомства, присоединиться к той или иной группе, потому что фитнес – это клуб по интересам. Чтобы быть здоровым, обязательно нужно иметь тренера в фитнес-клубе? Или вообще, нужен ли, чтобы быть здоровым, нужно ли вообще идти в фитнес-клуб? Или можно это просто как-то организовать свою жизнь по-другому, чтобы была и физическая нагрузка? Или в городе это невозможно сделать? Это можно сделать везде. Главная готовность к этому самого человека. Методик занятий их такое количество, что... Я думаю, что их не меньше, чем методик правильного питания. А в питании, Регина, в питании? Что нужно ежедневно делать? Обязательно калории считать? Вообще не обязательно. Воды, да, вот я тоже хотела сказать. Вот. Любой врач из традиционной научной медицины, он скажет, что пить воду нужно обязательно. И вот стандартная норма воды 1,8-2 литра, если человек весит 60-70 килограмм, равномерно распределенный в течение дня, хотя бы с этой рекомендацией. Не берем там уж подсчет калорий и прочие сложные методики. Вот только это. Но мне очень радует. Каждый день по 2 литра, да? 2-2,5 литра. Зависит если от жарко, веса. То увеличивается. Да, вот, кстати, Алсу подсказала, кофе и чай не считаются. Не считаются. Только вода. А если кофе с сахаром, это вообще минус. Да, кофе это вообще жуткая вещь на самом деле, потому что помимо того, что вымывается еще кальций. Что делать тем, кто любит кофе? Бороться с этой зависимостью, без кофеина. И понимать, вы знаете, вот этот наш принцип российский, курить я буду, но пить не брошу, он не работает. По поводу правильного питания, кроме определенного количества воды, есть какие-то вот базовые принципы, с которыми все согласны, медики, вот, которые не подлежат сомнению? Я думаю, все согласны с тем, что человек должен получать баланс белка, жира, углевода и клетчатки. Есть дорогой вариант правильного питания, есть нормальный, адекватный вариант правильного питания. У абсолютного большинства наших зрителей нет лишних денег для приобретения каких-то деликатесов. Можно приготовить спокойное Вот давайте о дешевом варианте правильного питания. В чем он состоит? На завтрак гречку и омлет можно поесть? Это ведь не так дорого? Вполне, да. Да? На перекус можно съесть яблоко и грушу? 2 садовых яблочка. Перекус – это второй завтрак? Или да, ну, например, да, ведь 2 яблока можно съесть? Что-нибудь из сухофруктов, как вариант, орешки. Это можно на второй, да, перекус. На обед можно съесть суп
или салат, да ведь? Может быть, у вас вечерний перекус, еще полдник он называется. Здесь как раз могут быть сухофрукты, можно сырник и какую-то выпечку с небольшим количеством сахара, пожалуйста, делать. И на ужин поесть рыбу с овощами. Не садиться за стол, когда ты жутко голоден. Вот просто взять кусочек хлеба, он называется тренер, походить, пожевать, подумать, получить первое насыщение. Потом уже поесть и кушать всегда вот маленькими порциями. Но вечером за 3-4 часа до сна не кушать, потому что метаболизм у нас меняется. Будьте честны с собой. Повесьте на холодильник чистый лист бумаги и пишите все, что вы съели за день. Вам не нужно обращаться к медику, к специалисту, чтобы в конце дня понять, что вы сделали неправильно и сколько раз. Коллеги, вот мы говорим о питании, да, большинство наших жителей, к сожалению, ПП – это не то, о чем говорят дамы, а ПП – это поел пельмени, пошел, полежал. Да. Ну вот, Руслан, видишь, все наши гости говорят о том, что влияние государства с пропагандой здорового образа жизни очень велико. Слушай, оно, конечно, очень велико, но боюсь, ты не все услышал, что они говорили. Они говорили, что без инициативы самого человека не добиться результата. Сам человек должен прежде всего об этом думать, хотя, конечно, роль государства определенно есть. Вот мне пока в нашем разговоре не хватает конкретики. Какой? Все-таки какие необходимы инструменты для того, чтобы заставить, убедить человека Нашего человека можно только напугать. Вот у тебя там через год, через два будет сахарный диабет, или тебя стукнет инсульт, или у тебя будет инфаркт. Только напугать можно. Не помогает. Вот давай поговорим еще с ними об этом. Давай. И что-то предметное пусть скажут. Все говорят про ЗОЖ, а насколько реально продлить жизнь, следуя советам: не пить, не курить, есть мало, двигаться много, соблюдать режим дня, спать побольше, но успевать зарабатывать и при этом нервничать поменьше и одновременно радоваться жизни. В мире набирает популярность такое явление, как биохакинг. Цель его приверженцев – стать буквально сверхчеловеком, прожить дольше всех, при этом оставаться самым здоровым и умным. Для этого они употребляют большое количество БАДов. Насколько это оправдано и что реально влияет на качество жизни, мы собрали профессиональное мнение в одном сюжете. У здорового образа жизни есть и крайние формы. На улице собачий холод, а эти люди добровольно сами лезут в холодную воду. Зачем они это делают? Давайте спросим у них. Зачем вы это делаете? Ну, во-первых, это повышение жизненного тонуса. Во-вторых, это преодоление себя. Это хорошая закалка. Это повышенный иммунитет. Но самое ключевое слово – это преодоление себя. Ты можешь, ты сказал, что ты можешь, и ты это сделаешь. И ты можешь это делать, в отличие от многих. И это заводит. А вот обычные люди считают, что это форма сумасшествия. Вы с ними согласны? Нет, абсолютно не согласен. Я считаю, что мы живем в плену стереотипов, что мы должны купаться только в теплой воде, что мы должны находиться в зоне комфорта. Всегда очень сложно выйти из зоны комфорта и заплыть, и сделать заплыв в ледяной воде. По самым скромным оценкам, в Башкирии моржеванием занимается до 1000 человек. Есть даже Федерация закаливания и зимнего плавания, которая участвует в официальных соревнованиях. Мы закаливаемся для физического здоровья, духовного развития и победы над собой. На всю миллионную Уфу лишь одно специально оборудованное место для зимнего купания – в парке имени Якутова. Каждый находит в этом экстремальном увлечении что-то свое. Я заряжаю свою батарейку, личную батарейку. Купавшись, как будто сбросил вот эту негативную энергию, какую-то там, я не знаю, слабость. И зарядился еще на неделю. И зарядился на всю неделю. И все, и ты всю неделю готов рвать. Волшебный рецепт здоровья и долголетия каждый ищет по-своему. Не пить, не курить, правильно питаться – для некоторых этого недостаточно. Они хотят быть здоровее, сильнее, умнее. Взломать и улучшить собственный код здоровья – такому стремлению придумали даже название – биохакинг. Кто-то для этого прыгает в прорубь, а кто-то пьет горстями биодобавки. Один из таких биохакеров, бизнесмен российского происхождения Сергей Фаге, заявил, что на улучшение своего организма потратил $200 тысяч. На эти деньги он сделал все доступные медицине анализы, начал правильно питаться, хорошо спать и пить много различных БАДов. У меня там были проблемы, в том числе с anger management, с тем, что я недостаточно хорошо спал, еще с какими-то вещами, с тем, что у меня было очень перепадчивое настроение. И сейчас этого нет. Я ощущаю, что сейчас я я реально работаю 5 часов в день. И мне этого хватает. Съешь таблетку и похудей. Витамины вместо еды. Ролики с обзорами правильного питания собирают миллионы просмотров в интернете.
Весь мир борется за то, чтобы была одна такая золотая пилюля, которую утром выпил, и она тебе гарантированно продлит твою жизнь. Но, к великому сожалению, иммунитет и долголетие от одной пилюли не зависят. По мнению врачей, здоровый образ жизни все же лучше вести без крайностей. Слишком активные поиски бессмертия и страсть к омоложению могут привести к печальным последствиям. Всем здоровья! Давайте так, без лишней лести, да, но если руководящая команда, вот нынешней республики, они все нормально выглядят, они все в достаточно хорошей форме, без лишнего веса, по крайней мере. И это положительно влияет как пример, да? И они пишут об этом и рекомендуют в своих соцсетях. Когда глава республики говорит, вы хотите все гулять, давайте пройдемся в выходной день, прогуляемся. Конечно, вот это помогает людям включить мотивацию. У нас нет опять нашей государственной привычки, как зубы чистить, начиная с 45 хотя бы лет каждое утро мерить артериальное давление. Потому что первые скачки давления мы не знаем. Так же, как любое заболевание, оно не возникает ниоткуда. И инфаркту предшествует минимум 5-7 лет до развития. Это уже пик заболевания, это уже апогей, так скажем. Но все заболевания, они начинаются потихоньку. И у нас есть с вами время найти его, обезвредить и избежать проблем и связанных с ним осложнений. Физическая активность, безусловно, это положительный фактор, да? Приведу пример зарубежных исследователей. Вот исследователи из Германии говорят о том, что ведение здорового активного образа жизни в возрасте от 40 до 50 лет продлевает жизнь на 12-13 лет потенциально. Если вы ведете активный образ жизни с 50 до 60, то эта цифра возрастает до 20 лет. Государство заинтересовано в физической активности своих граждан. Государство как-то стимулирует занятия граждан фитнесом, спортом, физической активностью? На ваш взгляд? Государство участвует в этом процессе. Сейчас это принимает такие большие глобальные масштабы, идет серьезнейшее обсуждение этого вопроса всеми участниками. Вы про налоговый вычет? Нет, я говорю о том, что фитнес начинают рассматривать как серьезную индустрию. В этой части очень важная инициатива государства, поддержанная, да, о налоговом вычете, потому что действительно стоимость фитнеса не дешевая. И если человек владеет каким-то элементарным комплексом физупражнений, он может делать это и сам. Абсолютно верно. Руслан Михайлович должен отметить, что мы эксплуатируем свой организм, начиная с рождения и до момента, как сказал Деревня, первого инфаркта, там, скажем, не спим ночами, работаем на 2, 3, 4 работах, принимаем пищу абсолютно нерационально, без какого-то режима. Гиподинамия, да, важный момент. Не ведем активный образ жизни. Да, и потом мы приходим на первый прием к врачу уже с определенным набором, будем говорить, с изношенным организмом. Стандартный набор есть какой-то? Я думаю, что к определенному возрасту он есть. Спасибо, мы вернемся к разговору через несколько минут. Курить или не курить, лежать на диване или пройти пешком хотя бы пару километров, каждый решает сам для себя. Но государству выгоднее здоровая нация, чем многомиллионные траты на лечение. Пропаганда, ЗОЖ и другие казенные меры, стимулирующие серьезное отношение к собственному здоровью. Насколько они соответствуют требованиям времени? Давайте посмотрим. Вещество измеряется окружной сталей. Так вводятся, значит, эти значения в программу, и потом высчитывается из этого всего вот жировой баланс. Это исследование, когда с помощью микротоков оценивают состав тела, называется биоимпедансометрия. Сколько воды и жира в организме, нужна ли диета, все вычислит специальная программа. В коммерческих клиниках такой анализ стоит от 2000 рублей и выше. Здесь же, в Центре здоровья, его можно получить бесплатно. В комплексе с десятком других исследований, в которые входит, кстати, даже профессиональная чистка зубов. Проходит комплексное обследование, мы полностью проходит, мы им даем карты здорового образа жизни на руки, да, и если выявляем какую-то патологию, если выявляем хроническое заболевание, мы отправляем по месту жительства на дообследование. Они уже состоят на диспансерном учете у терапевта по месту жительства. В это сложно поверить, но попасть на обследование в Центр здоровья можно без предварительной записи. Нужны только паспорт и полис. Очереди мы здесь не обнаружили. Визит планировать желательно натощак, чтобы анализы крови на сахар и холестерин были точными. В какой именно центр обратиться, разницы нет. В республике их 22. Еще одна возможность проверить состояние организма – это пройти диспансеризацию. Для удобства пациентов осмотреть вас могут в вечернее время и по субботам. Объем обследования
обследование зависит от пола и возраста. Спонсоризация старше 40 лет стала уже ежегодной с этого года. До 40 лет один раз в 3 года. Но между ними можно проходить профосмотры. В этом году в Башкирии прошли диспансеризацию более 700 тысяч граждан. Из них у 80 тысяч нашли те или иные заболевания. А давайте на собственном примере. Вот у вас в поликлинике, что вы делаете, в больнице вашей, в Нефтекамске, что вы делаете? Какую пропаганду ведете здорового образа жизни? Да? В Нефтекамске почти половина жителей города вовлечены в физкультурные мероприятия. Половина? Да. Каким образом? Это не слишком оптимистично. Больше 68 тысяч человек вовлечены. Начиная свою работу главным врачом, я вел такой общественный проект «Прогулка с главным врачом». Приглашаю жителей города, и каждый четверг на тропе здоровья собирается определенное количество людей. И в ходе прогулки мы не только обсуждаем вопросы здоровья, какие-то организационные вопросы, но и своим личным примером говорю о том, что ежедневная прогулка в течение 30 минут, 5 дней. Обычная пешая прогулка. Обычная пешая прогулка снижает риск болезней сердечно-сосудистой системы, риск развития сахарного диабета, ожирения, метаболического синдрома. То есть у нас 10 тысяч шагов прошло. Ну, мы привлекаем максимально всех, но то, что мы начали и возродили, давно забытую диспансеризацию в 60-х, и профосмотры, вот это уже государственная поддержка. Диспансеризация проводится в различных возрастных группах. Кому-то из женщин, например, когда мы говорим по профилактике рака молочной железы, кто-то делает УЗИ молочных желез, кто-то делает маммографию. Именно терапевт направит. Терапевт первый. Приходит терапевт, и он выдает так называемый бегунок, по которому каждый проходит стандартный набор обследований и исследований клинических. То есть я правильно понимаю, что каждый условный житель Уфы, имеющий постоянную регистрацию, то есть прописку, может прийти в поликлинику по месту жительства и имеет право претендовать на какой-то стандартный набор исследований. Я правильно понимаю? Да, просто полис гражданина Российской Федерации. Ты можешь приехать в Хабаровск, прийти сказать, я хочу вот обслуживаться в вашей 35-й поликлинике. Вы прикрепляетесь и получаете того. Это не в этом проблема, абсолютно. Абсолютно. Каждый гражданин имеет конституционное право прийти в орган внутренних дел и обратиться с заявлением о совершенном в отношении него преступлении. Но я вас уверяю, это не значит, что это заявление будет зарегистрировано и по нему будут приняты меры. Со здравоохранением есть большое подозрение, что это тоже так. Если это не так, и я отстал от жизни, я буду рад ошибиться. Давайте, у нас среди нас есть не медик. Вот Светлана, могу сказать одно, что отношение к медицине меняется. Оно у разных людей выявляется по-разному. Вы не поверите, они ведь, когда у них случаются проблемы, а такое бывает, потому что человек почувствовал себя плохо, куда он бежит? Он бежит не в больницу, он бежит к тому человеку, который рядом. И у нас инструктора им оказывают доврачебную медицинскую помощь, если это необходимо. И вы не поверите, есть случаи, когда мы сразу закрываем клубную карту и говорим, ребята, вам к врачу. На сегодня ваши занятия закончились. Нужно убедить людей, что им нужен чекап, проверка им нужна. Не говорите диспансеризация. А вот опять проверка нужна раз в год. Как убедить Индиру ходить на фитнес? Хотя бы алкоголь, не купить тортик, а взять, даже если это за свои деньги, это не проблема, скопить 2000 рублей раз в год, чтобы сдать минимум клинический. Вот эта ситуация сейчас немножечко, честно сказать, вызывает уже такие депрессивные настрои, потому что опять это нужно нам, врачам. Да. Найти, убедить, достучаться, привести за ручку, поцеловать, обследовать, и чтобы только, не дай бог, он остался Наши люди такие. Все уже давно бесплатно. Я пришел к вам лечить. Поэтому у меня вопрос тогда к вам. Может быть, вы, как потребители, подскажете нам, что нам еще сделать для того, чтобы вы, наконец, услышали и дошли, что ваше здоровье в ваших руках? Вы знаете, мне кажется, что во многом проблема нашего менталитета в том, что мы до сих пор не относимся серьезно вот к этим вещам. Абсолютно. Не относимся. Пока петух не клюнет, либо инфаркт, для нас это все так. Можно заниматься, можно не заниматься, ничего страшного не будет. Да? Вот резюмируя наш сегодняшний разговор, скажите, пожалуйста, как я уже говорил, как убедить, как заставить нашего человека понять, что это важно, действительно важно? Как? До тех пор, пока не будет идеологии, мы с места не сдвинемся. Все-таки идеология нужна, да, причем государственная. Идеологии, во вторую очередь, наверное, надо перекладывать все-таки ответственность за здоровье на пациентов. Вот до тех пор, пока каждый не поймет о том, что, лишившись здоровья,
да, и не пройдя еще раз тот же самый банальный скрининг или диспансеризацию или что-то, он не пойдет в отпуск, его не возьмут на работу. Здесь нужно буквально, вот, ну я не знаю, 5-6 шагов прописать законодательно. Завершая наш сегодняшний разговор, что никакое самая даже замечательная государственная политика не сделает за наших людей то, что они должны сделать сами. Подумать о своем здоровье сами. Начать с себя. Уважаемые гости, большое вам спасибо за откровенный, честный и, главное, предметный разговор. Много сегодня услышал, нового узнал для себя. Спасибо. Спасибо. Руслан, смотри, вот есть электросбережение, а есть народосбережение. Вот кто о народосбережении должен подумать? Государство, конечно. Здоровый образ жизни населения имеет прямое отношение к демографии. Слушай, конечно, качество жизни напрямую влияет на демографию, но ты пойми, что пока ты сама о себе не позаботишься, никакое государство за тебя этого не сделает. Я забочусь о себе, забочусь, когда есть на это время. Еще информацию, но ее катастрофически нормальной информации, полезной информации, правильной информации, ее не хватает. И вот в поисках ее я всегда утыкаюсь вот в этих как раз инстадокторов, о которых мы сегодня говорили. Слушай, может быть, во-первых, надо поменьше, значит, лазить по соцсетям и интернету, где мне лазить? И по Инстаграму, где мне искать эту информацию? Во-вторых, конечно, государственная программа там, пропаганды ЗОЖ, она важна. Но ты пойми, что даже самое замечательное государство, даже самое продвинутое общество не сделает за тебя твою работу. Не заберет у тебя рюмку алкоголя там, из рук, да? Не потушит твою сигарету. Вот даже весь наш российский фольклор – это сплошная агитация и пиар вредных привычек. Да? Там, вот, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Или там между первой и второй перерывчик небольшой. Это называется народная пропаганда. Но вот с государственной точки зрения у нас же есть законы, которые, допустим, вот запретили курить в общественных местах, запретили продавать алкоголь после 10. Что мешает упаковывать вот эту вот пропаганду так, как упаковывают информацию те же самые инстадокторы, которым хочется верить? Ну вот частникам и народу в креативе не откажешь, а государству, конечно, его не хватает. И вот здесь очень важно, очень нужно, да, такое вот государственно-частное партнерство вот в этой пропаганде. Над пропагандой нужно еще работать. Тебе слово. Даже самые титанические усилия государства, медиков и доброхотов бесполезны, если человеку самому на себя наплевать. Если он не занимается семьей и детьми, не ценит свою жизнь, здоровье и отведенное ему Богом время, тратит свои дни и ночи на всякую ерунду и, черт побери, переходит дорогу пьяным на красный свет. Ведь страшнее всех болезней – это мучительная боль за бесцельно потраченные годы. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.